Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». Всем привет! В эфире главного телеканала Республики уникальный проект «Ты можешь». Почему уникальный? Да потому что мы по-настоящему меняем бытность, состояние, пищевое поведение людей, которые страдают избыточным весом. И это по-настоящему здорово. Вы станете свидетелями того, как люди за 100 дней изменят свою жизнь. Ну и, конечно, я бы хотел сказать огромное спасибо нашим друзьям и партнерам, без которых наш проект не состоялся бы. Наш генеральный партнер, место, в котором мы сейчас находимся, место, которому доверяю я сам. Я сам здесь тренируюсь. Это фитнес-арена 3000. Огромная площадь, новейшие тренажеры и, конечно же, самые позитивные люди. Стратегический партнер — уникальные заборы Гранд Стил. Это металл в самом необычном решении. Поэтому, если вы хотите поставить себе на участок что-то красивое и необычное, Гранд Стил — это то, что вам нужно. Наши официальные партнеры — любимый и знакомый с детства чай «Тиастан». И, конечно же, клиника «Варикоза нет». Клиника, которая делает людей здоровее и счастливее. Это первый выпуск, и настало время познакомиться с нашими участниками, тренерами и, конечно же, с условиями нашего проекта. Поехали! В течение нескольких месяцев мы принимали заявки на участие. Заявок было много, но путем долгих обсуждений мы все же выбрали 10 человек, готовых, на наш взгляд, пройти этот сложный путь в реалити-шоу. Предварительные беседы с психологом, обязательное прохождение фитнес-тестирования, и вот наши потенциальные участники готовы предстать перед членами жюри. Сейчас мы узнаем, кто же прошел в проект и будет бороться за главный приз. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иванова Ирина. Мне 34 года. 2 детей. Для чего и каких целей пришли на проект? Изменить себя, начать с себя, поменять свое тело, поменять свой внутренний мир, свои мысли и полностью изменить себя уже. А почему только сейчас эта мысль вам в голову пришла, себя изменить? Почему до этого не было такого желания? Желание было, был страх, что я не смогу, у меня не получится. А сейчас, видя компанию, видя, что я буду не одна, у меня появляются силы, как будто за спиной крылья прям вырастает. Перед тем, как идти в этот проект, меня полностью поддержала моя семья. Ирина, откуда лишний вес? От еды. Наела. Наела. То есть это какие-то переедания, да, получается? Да, переедание. Перед кастингом не волновалась, если совсем только чуть-чуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Меня зовут Лиля. Возраст? 48 лет. По кем работаете? Бухгалтером. Лиля, мне очень интересно, для чего вы пришли на проект? Ну, я хочу себе продлить долголетие, хочу быть активной и здоровой. А сейчас сколько вы хотите весить? Я вообще, мне было бы, я так думаю, комфортно, если бы у меня был вес около 80 килограмм. Лиля, а откуда лишний вес? Наверное, еда неправильная. Я поняла, что моя проблема это вот в сладком. Если поддерживать правильное питание, то вес получается, что он уходит. То есть важно исключить сахар, быстрые углеводы? Да, у меня это получается, но я очень, видать, когда получается, когда попадаешь в компанию какую-то хорошую, когда, хорошая гастрономия, как-то не могу себе отказать в такой еде. И, десерты я тоже очень люблю. Мне очень понравилось. Как-то такой страх был, а потом все это куда-то развеялось, улетучилось. Здорово. Щеки красные были, давление, видать, поднялось, а сейчас все хорошо.
Меня зовут Яковлев Денис. Расскажите о себе. Мне 37 лет. Ваш вес. 172 килограмма. Печально звучит. Или печально об этом Большой говорите. вы у нас, Да. Денис, большой. Позитивный, красивый, молодой. Ничего, что большой, хорошо, что большой. Я тоже так думаю, что мы исправим эту ситуацию. Да, ну вы же не зря сюда пришли, да? Мы начнем. С 2007 года я начал набирать активненько так. 12 лет. 12 лет, да. Я шел к этому весу. 2007 года. А в тот момент, в смысле, что-то случилось? В 2003 году я сыграл свадьбу. Супруга мне очень вкусно готовила. А год назад я похоронил супругу. И как бы, ну это, наверное, был один из толчков задуматься. Были волнения, конечно, были, как у любого нормального человека, но все прошло. Меня зовут Рената, мне 32 года. Мой рост 1,60 сантиметров, вес 102 килограмма. Как дошли до такой жизни, Рената? Расскажите, в 32 года. 32 года. Ну, я с детства была больше остальных, сверстников своих. Ну, как бы не больше, а как бы более развита. Плотненькая была. И потихоньку, с годами, как бы, наверное, все это прибавлялось. Рената, скажи, пожалуйста, на какой результат ты рассчитываешь на нашем проекте? Вообще рассчитываю я, конечно, на любой результат. Хотелось бы, чтобы это был побольше, но килограмм 20. Хорошо, тогда следующий вопрос. Откуда лишний вес? Откуда лишний вес? Ну, это все-таки, наверное, неуверенность в себе. Как-то не знаю я. Но многие люди, неуверенные в себе, не имеют лишнего веса. Вот у вас он откуда этот лишний вес? Откуда лишний вес? Образ жизни, может быть, такой, с детства заложенный. Очень волновалась, потому что неизвестность, она всегда волнительная. И новые люди, новые знакомства. Не знала, что говорить, что будет, какие вопросы буду задавать. Немножечко даже было страшно. Дамир, расскажите о себе, пожалуйста. 36 лет, бизнесмен. Рост, вес? 186 рост, 114, да, вес. И вы считаете, у вас лишний вес? Да, ну, после тестирования, да. То есть я не могу там, даже сейчас пока прыгнуть с парашютом, да, и моя мечта с инструктором вместе, да, ну, там больше 100 килограмм, к сожалению, нельзя. Вот хотя бы пока дойти до 100. Да, да. То есть если я увижу на весах двузначную цифру, да, я уже буду даже доволен, да. Откуда лишний вес? Ну, неправильное питание, неправильный режим. Вот. Плюс какие-то праздники наверняка еще, да, постоянно. Ну и лето, за лето еще немножко набрал. Было небольшое волнение перед кастингом, и камеры, и люди новые, незнакомые. Вот. Ну, легко с этим справился, все супер. Меня зовут Эдгар, мне 29 лет. Эдгар? Да. Эдгар. Рост, вес? Мой рост 174 на данный момент, а вес 96. 96. Для чего и каких целей пришли к нам на проект? Чтобы попасть в футбольную академию в Прагу, поэтому результат мне нужен. Откуда лишний вес? Ну, в общем, в шаверму часто заходил. Вот. Ты пробовал с лишним весом бороться? Ну, конечно, да. Проекту даже набрал немножко. Вот. Ну, понравились участники сами и сами организаторы интересные. Меня зовут Люция. 35 лет. Я домохозяйка. Сижу с 3 детками дома. Со сколькими? С 3, да. 3 детей. А выглядите как прямо это председатель столком. 35 лет, ваш рост, вес? Вес обязательно говорить? Да. 1,67 м,
90 килограмм. Да, выглядите вы очень хорошо. Спасибо. Ничто не устраивает вас. Для каких целей пришли на проект? Ну, вообще быть уверенной в себе, чтобы не заходить в магазин и так на тебя не смотрели, о, а на вас нету там подходящей блузки или... Типа вас освежает. Люция, назовите 3 главные причины, почему мы должны взять вас на проект. Ну, я хочу постараться, я хочу каких-то новых эмоций, хочу чего-то нового. Я волнуюсь. И сейчас волнуюсь. Аж не могу подобрать слов. Меня зовут Артур. Расскажите немного о себе. Мне 35 лет. Я занимаюсь своим делом, свой бизнес небольшой. Вот. Есть сын 9 лет, есть супруга, любимый супруг, любимый сын. Все хорошо. Да. Все хорошо, Кроме веса и физического состояния ввиду этого. Но вы не такой... Да, вот я тоже смотрю. И это мешает? Знаете, как бы не такой, может быть, с виду и полненький, да, но когда приходишь с ребенком в аквапарк наш местный, да, и когда не пускают на горки, ну... Не пускают на горки? Нет. Это весовой контроль. Серьезно? Да. То есть основная ваша цель – это просто постройнеть? Нет, не только, как бы почувствовать себя мужчиной. Быть примером своему сыну, да, чтобы он видел во мне как бы настоящего мужчину, да, крепкого, с крепким телосложением, уверенным в себе. Потому что тот вес, который сейчас есть, эта проблема, она идет очень давно. Эмоционально, в принципе, так необычно все. Все необычно, непривычно. А в целом вообще стало интересно. Интересно, потому что разные люди, много общения, много новых знакомств. Это здорово, это интересно. Итак, команда участников определена, и они находятся здесь. Я вас приветствую. Ну и, конечно же, будет еще одна команда тренеров. Эти люди находятся за моей спиной. Я также приветствую вас. И настало время познакомиться с теми людьми, которые на протяжении 100 дней будут делать наших участников гораздо лучше. Мы не случайно выбрали фитнес-арену 3000. Не только потому, что это самый большой, самый крупный фитнес нашего города, но и потому, что здесь работают настоящие профессионалы. И я хочу заметить, что 3 из 6 тренеров, которые будут работать с нашими участниками, выступающие атлеты, которые стартуют уже буквально через несколько дней. И лично я желаю вам удачи. И я могу сказать, что я вам завидую, потому что вам предстоит работа с настоящими профессионалами. Такая команда мечты. Ну что, вам, уважаемые тренера, спасибо большое. Далеко не уходите, потому что вам еще предстоит познакомиться с нашими участниками. Пока можно понаблюдать со стороны, а я объясню правила нашего проекта прямо сейчас. Но не все так весело и не все так радужно, как вы можете подумать в начале нашего проекта. Мы порадовались, поаплодировали, вы познакомились с тренерами, у вас еще будет возможность. Но сейчас я хочу призвать вас быть внимательными. Я хочу, чтобы сейчас еще раз каждый из вас подумал, а стоит ли мы участвовать в нашем проекте. Наш проект будет сложный, наш проект будет интересный. И я вас уверяю, вас ждет приключение, наверное, одно из самых интересных и самых крутых приключений в вашей жизни. Вы будете меняться. И наш проект не только о похудении. Наш проект о трансформации, наш проект об изменении. Наш проект о том, как обрести правильные привычки. Привычки, которые продлят вам жизнь. Итак, первое правило, к которому я вас призываю, это дисциплина. И это, наверное, одно из самых главных правил и главных критериев, по которым мы будем вас оценивать. Надеюсь, вы уже успели понять, что это игра на выбывание. Хочу напомнить, что с 5-й недели игра начнется на выбывание. И у вас будет ровно 5 недель для того, чтобы сделать себе неплохое резюме. Проявить себя как настоящие бойцы. Самый основной критерий нашего проекта – это не вес, поверьте мне. Ведь мы понимаем, что за 100 дней скинуть слишком много не получится, хотя, конечно, стремиться к этому нужно. Самое главное – это дисциплина. То, как вы проявляетесь, то, как вы посещаете тренировки. Итак, внимание, у вас будет 2 тренировки с тренером и 1 индивидуальная.
2 тренировки с тренером, они обязательны. Эти тренировки пропускать ни в коем случае нельзя. И будет 1 свободная. Она по желанию. Но именно эта тренировка будет показывать тех людей, тех участников, которые работают на результат. Сейчас каждый из вас будет подходить ко мне по очереди и получать листочек, на котором написано имя тренера, который станет для вас тенью, братом, другом, мотиватором, раздражителем. Это тот человек, который при правильном подходе с вашей стороны поможет вам неплохо измениться. Ну что, давайте начнем. С какой стороны? Давайте начнем. Давайте все-таки с вас, Денис, начнем. Такое чувство, что билет на экзамене. Тоня. Не Таня, Тоня. Аплодисменты. Антонина, ты попал в хорошие руки. Прошу на место. Хочу сказать, что Денису придется очень-очень непросто. Мне попался тренер Антонина. Молодая красивая девушка, с которой вот в течение 100 дней я и буду приводить свое тело в порядок. Тренером я очень доволен. Я как бы и хотел заниматься с Антониной, поэтому мне и попалась Антонина. Артем, я бы, конечно, за тебя порадовался, но не знаю, радоваться или печалиться. В общем, эти 100 дней ты запомнишь навсегда. Познакомился с своим тренером. Замечательный человек. Иногда становится страшно. Смотрю на него и думаю, что же он может сделать со мной. Попался Артем, это замечательно. Есть надежда на то, что будут изменения. Изменения не только внешние, но и внутренние. И этого хочется. Хочется изменить качество своей жизни. Алексей. Поздравляю. Мы познакомились с тренером, зовут его Алексей. Сказал то, что сразу гонять не будет, но потом держитесь. Так что я в бою готовлюсь, жду встречи. Тоня. Поздравляю, и таким образом Тоня набрала свой пул участников. Тренер мне попалась девушка Тоня. Надеюсь, что подружимся. Надеюсь, что она меня выведет правильно, правильное направление даст мне, поможет мне достичь мою цель. Не волнуйтесь. Ильмар, азиатский красавец, я вас поздравляю. Сначала я испугалась, он такой на первый взгляд грозный. Но когда пообщались, уже все, очень приятный молодой человек оказался. Я очень рада, что попала к нему, потому что даже вначале Искандер сказал: Эльмара, если кто будет с ним, тот точно выиграет. Я так подумала: о, прикольно такая. Потом он не попался, я вообще очень удивилась и обрадовалась. Алексей, вы попали в заботливые руки, я вас поздравляю. Знаете, когда вот мы в коридоре там стояли перед жеребьевкой, я почему-то обратила внимание именно на этого тренера. А вот когда он попался, я вообще удивилась. Ну, хорошо. Алексей. Назым, я уверен, что вы найдете общий язык. Тренер у меня именем Назым. И, в общем, мы с ним пообщались. Он сказал то, что, спрашивал меня про спорт. Сказал то, что вот результаты будут быстрые, потому что у меня опыт был в спорте. Дима, поздравляю. Супер, все очень понравилось. Ввели в курс дела, что как будет, познакомили с тренерами. Мне попался очень интересный тренер, понравился. Я очень доволен. У меня в руке осталось 2 листочка с именами тренеров. Почему так получилось? Во-первых, потому что сегодня мы лишились одной из участниц. Не скажу, что я расстроен. А во-вторых, не все участники предвидели, что попадут на наш проект, и поэтому одна из участниц сейчас отдыхает в Турции. Пожелаем ей удачи и набраться сил. Скоро она вернется, и тогда мы узнаем, в чьи заботливые тренерские руки она попадет. Ну что, друзья, я вас поздравляю, вы в проекте, у вас есть тренера, у вас есть абсолютно все для того, чтобы стать счастливыми, для того, чтобы измениться. Желаю вам удачи, а прямо сейчас у вас будет возможность чуть ближе познакомиться с тренерским составом.
Итак, участники познакомились со своими наставниками, которые объяснили, как будут проходить тренировки, и сразу же дали рекомендации по питанию. Работа закипела. Как же хочется поскорее увидеть первые результаты. Генеральный партнер и лучший друг проекта «Ты можешь» – «Фитнес-арена 3000». Самый большой и самый позитивный фитнес-клуб нашего города. Место, где люди становятся лучше. Стратегический партнер проекта Grand Steel. Невероятно красивые и надежные заборы жалюзи из высококачественного металла. Grand Steel. Стандартный вопрос в нестандартном исполнении. Партнер выпуска Санчи – сокровище китайской медицины. Корень Санчи богат витаминами и микроэлементами. Он дает невероятную энергию, что крайне важно, когда ты работаешь над собой. Хочу заметить, что продается он строго в аптеках. Ну а сейчас рубрика Санчи. Здравствуйте, уважаемые участники проекта. Сегодня присоединяюсь к вам я, эндокринолог, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Меня зовут Абушахманова Гульзифа Абдулхаевна. Очень рада встрече с вами. И я приготовила для вас сегодня подарок. То есть мы вам все раздали, вы видите, да? Он привезен из Китая. Он представляет собой измельченный корень травы санчи. Трава санчи, она из семейства женьшеневых. Произрастает только в 2 провинциях Китая. Для его созревания требуется несколько лет, очень много лет, 5 лет. За счет этого эта трава успевает набрать из почвы, да, из этой благодатной редкой почвы китайской, очень много полезных веществ. Некоторые из них я вам озвучу. В частности, здесь, например, есть полисахариды, пантоксазиды, сапонины, флавоноиды, микроэлементы. То есть это тот самый малый перечень полезных веществ и микроэлементов, который, собственно, будет способствовать вам, так, в осуществлении ваших задач, да, ради чего вы, собственно, сюда и пришли. Вы знаете, что вся наша кровеносная система состоит из сосудов нескольких калибров. Крупные сосуды, среднего калибра и мелкие сосуды. То есть он улучшает кровообращение на всех 3 уровнях кровообращения. Хочется спросить, где у нас нет сосудов? В каком органе у нас их нет? Головной мозг, сердце, щитовидная железа, поджелудочная железа, печень, почки, да, половые органы, абсолютно мышечные системы, везде, абсолютно везде есть у нас сосуды. Соответственно, улучшая кровоснабжение во всех этих органах, мы достигаем, да, тот полифункциональный, полиорганный эффект, за счет которого он так любим в Китае, надеется, будет любим и в России. Что касается эффекта, он усиливает приток питательных веществ по всем капиллярам, прежде всего по капиллярам, да, и одновременно усиливает отток так называемых отработанных шлаков и токсинов, если это говорить так просто. То есть усиливает приток тех же самых микроэлементов, антиоксидантов, витаминов и так далее. У людей с избыточным весом, в частности, страдают все органы системы. Надеюсь, вы знаете об этом, да? И вот если мы будем начинать сверху, начиная с головного мозга, например, ухудшение кровоснабжения мозга за счет того, жировая ткань, она сама по себе очень агрессивная ткань, вы, наверное, знаете, да? И она откладывается везде. Абсолютно. Вот нет ни одного органа системы, где бы этот жир не откладывался. В том числе, например, в головном мозге. Да? То есть сужение интима сосудов, просвет сосуда, да, весь забывается, например, липидами, жиром, да, и ухудшается кровоснабжение мозга. И появляются головные боли, недомогание, перепады давления, подъем внутричерепного давления, ну и т.д. и т.п. Вот если мы будем говорить сверху, начиная с головного мозга, он будет вам улучшать кровоснабжение в головном мозге. За счет этого у вас будет, например, улучшаться сон, улучшение общего тонуса. Голова будет ясной, спокойной. То есть нужно будет вот эта специальная десертная ложечка, да, открыть эту упаковку и вот по одной такой ложечке 2 раза в день. Значит, можно натощак, специально не оговариваться, но можно и после еды. Можно пить перед едой, то есть запивая водой, а можно размешать в воде, в чае, в соке и запивать. Что касается кровоснабжения в мышечной ткани, значит, нагрузка вот сейчас на скелетные мышцы ваши, на скелетные мышцы нижних конечностей, верхних конечностей будет усиленная. Значит, там за счет этих усиленных нагрузок, вы знаете, будут образовываться кислые вещества, всякие лактозные вещества, которые будут давать разнообразные
мышечной боли. Окислительный стресс, так называемый, да, который приводит к образованию вот этих молочно-кислых продуктов, он тоже уходит благодаря санчи. За счет этого у вас, как бы, переносимость к физическим нагрузкам, да, вот этот болевой синдром после вот этих усиленных физических нагрузок тоже будет гораздо меньше. Я очень надеюсь, что вам вот этот полезный, этот чудодейственный порошок поможет перенести благополучно все ваши нагрузки и, как говорится, достичь тех задач, которые вы сами себе поставили. Я желаю вам от всей души успеха. Таким был наш первый день. Впереди еще много работы и много интересного. Смотрите в следующей серии. Сегодня каждый из вас примет участие в фотосессии у бассейна в купальнике. С голым торсом, поэтому рубашка тебе не нужна сейчас. Снимай рубашку. Ты можешь! Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».